Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, давайте сегодня погадаем на мужчину. Мужчину, который ушел. Прям так и спросим, почему ушел, какая была причина и вернешься ли ты. Если в вашей жизни произошла такая ситуация, пожалуйста, вам интересна причина, вам интересны последствия, пожалуйста, загадайте на мужчину, представьте его. Вот прям, знаете, задайте ему вопрос, вот прям в лицо, да, вот вы лицом к лицу спросите, почему ты ушел, какая причина, и будешь ли ты возвращаться. Настраивайтесь. Если вам нужно время, поставьте на паузу, посмотрите на его фотографию, освежите в своей памяти его лицо. Спросите. Я думаю, что многие уже настроились. Давайте начнем. Почему-то, прям, знаете, тяжело, мне тяжело стало. Видно, воспоминания у вас не очень хорошие, да, либо болька и тревога до сих пор терзают ваше сердечко. Так, убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне сил и дать возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную для вас, для вашего успокоения информацию. Ну вот теперь понятно, почему мне было так тяжело. Девочки, поделали. Вот поделали и все. Здесь главная причина. И это приворот. И это у кого-то с глаз отыграется. А у кого-то даже, девочки, может отыграться и порча. Порча, понимаете? Тут такое дело. Вот, знаете, вот прям как чувствовала, да? Чувствовала. И как-то с трудом мне эта отсыпка далась. Даже вот сама подготовка к этой отсыпке. Ну, я уже много раз говорила, кто смотрит мои видео давно. Все мои видео, перед тем, как их записывать, я провожу специальный ритуал. И я делюсь с вами своей хорошей положительной энергетикой. Вот. И даже вот ритуал мне дался с трудом. Ну, теперь понятно почему. Вот, смотрите, видите? Здесь явное указание на то, что работал мастер. Это не просто чье-то желание, это не просто чей-то дурной глаз, да, что ой, несчастливая, да, либо а ну-ка возьму-ка я их разлучу. А здесь был конкретный процесс, обряд, заказ. Делали, девочки делали, причем делали так, знаете, прям серьезно делали. Возможно, кстати, и не один мастер делал. Может быть, заказывали даже у разных мастеров. Но то, что ваши отношения разрушил третий человек, это 100%. Ушел он по этой причине. Вот ваши отношения, они были судьбоносные. Видите, у вас тут крестик выходит, да? Но крест этот опрокинули и перевернули. Понимаете? Судьбу порушили, вмешались наглым образом в вашу и его судьбу. И вот так вот все перемешали, смешали, с грязью смешали. Расставались вы нехорошо, очень нехорошо. Мужчина вот перед расставанием стал совсем вот как, ну, у кого-то отыграется холодный, как айсберг, а у кого-то отыграется как зверюка, просто вот такой стал агрессивный, прям рычал на вас, рычал. И прям идет даже вот у кого-то девочки даже мог руку поднимать. Боже, это ужасно, просто ужасно. Вот подлюка, вот она вражина, кто постарался. Это женщина худая. Вот ее описание худая. И голова, знаете, голова у нее какая-то маленькая, вот непропорциональная женщина. Ну, вот какое-то, ну, не знаю, жалкое зрелище. Вот так прям хочется сказать. Она какая внешне, девчонки, такая она и внутри. Не зря же говорят, Бог шельму метит. Вот и она такая. Она вот какой-то прям меткое, да, уродство какое-то у нее есть. Какие-то недостатки, вот прям визуально смотришь на нее, думаешь, боже, ну что она такое, что это такое вообще, кто тебя создал? Вот такая нехорошая женщина. Вот смотрите, она делала подношение, ну, это дьявол вышел, видите, вот дьявол.
Ой, блин, тяжело, девчонки, тяжело. Энергия прям фонит. Она у вас, знаете, такое прям живое. Вот эта энергия, она живая. Вот бывает, делали, да, и она сходит на нет, эта энергетика. И ты ее как бы ощущаешь, да, ну темненькая, да, ну противненькая, такое мерзкое. А у вас прям, знаете, вот жаром обдает, жаром. Свежее идет. Может быть, совсем недавно, да, она как бы закрепляла результат, да, может быть, там еще что-то проводила. Но то, что мужчинку вашего увели магическим путем, это даже не шантаж, это не какие-то манипуляции. Нет, это чисто магический путь. И увели именно таким путем. Кто смотрит мои отсылки, знает. Я вообще про это не люблю говорить. Я таких тем избегаю, тем более на общем. Потому что люди разные приходят. Может и так отыграться. Но у вас здесь прям четко показано. Дьявол вышел. Девочки, по дьявольщине. По дьявольщине мужчину просто отобрали и судьбу вот крест перевернули. Вот такая вот грустная история. Вот она вам и причина такая, страшная причина, страшная. Что я хочу сказать? Я вижу, что мужчина несчастливый сейчас, несчастливый. У него так какое-то обременение идет, такая тяжесть. И по здоровью что-то у него не ладится, и по делам у него не ладится. И у кого-то в беде прям мужчина сейчас находится, либо под каким-то страхом живет, понимаете, вот что беда сейчас обрушится. Вот. И это все вот эта поганая магия наделала. И у вас, девочки, и у вас после этого, смотрите, вы вот как разрывает вас. И тут у вас проблемка, и там у вас проблемка, и не ладится, и не клеится, и сама вы, знаете, как вот сдали, да, и как осунулась даже, вот, и по здоровью вам тоже ударила. Ну тут понимаете, тут просто убивали. Сволочь, по-другому не скажешь. Вы простите, но я против этого, и всегда была против. Сейчас я дам вам совет. Я думаю, что женщину вы эту опознали. Я думаю, что вы ее знаете. Есть у вас эта подозреваемая в голове. Она преступница. Если вы хотите четко убедиться, что это тот загаданный человек, обратитесь к специалисту, пусть вам подскажут. Также вы можете загадать себе на сон. Когда загадывать сон? Загадывайте сон с пятницы на субботу. Я вас сейчас научу. Значит, девочки, загадывайте таким образом. Читайте трижды «Отче наш». Если знаете на память, класс. Если не знаете, все это доступно в интернете, все молитвы есть. Нет у вас интернета, девочки? Думаю, что есть, да, либо не умеете, может, пользоваться. Ну, мало ли как, да. В любом храме продаются маленькие такие книжечки, молитвословы они называются обычно, либо сборник молитв. Покупайте, там все основные молитвы есть. Трижды читаете «Отче наш» и обращаетесь к субботе. И говорите такие слова: «Матушка, суббота, помоги, всю мне правду покажи». Покажи. Вот прям так и говорите. Говорите эти слова и загадывайте. Эту женщину загадывайте, да, по имени называйте. И говорите: вот если она, значит будет вода. Если нет, то будет хлеб. Девчонки, увидите во сне. Если она на вас делала, если на вас магия есть, вы более чувствительны к вот этим тонким мирам, вы увидите, вы узнаете. И опять же вы можете проверить, случайно вы на моей отсыпке, да, ваша ли эта тема или нет. Вот, загадывайте сон с пятницы на субботу. И желательно вам спать лечь до 12, чтобы вы заснули до 12 ночи. Это тоже важное условие. Обязательно увидите. Если есть возможность обратиться к специалисту, да, вот прийти, там, может быть, к тарологу, там, кто там занимается, практикует, обратитесь, перепроверьте, правильно ли вы поняли. Если вам подтверждают, что да, это она через сон, либо через специалиста, тогда вы находите 108-й псалом и начинаете читать. Каждый день вы читаете этот псалом на эту женщину. 30 дней подряд, 1 раз в день. Читайте. Это псалом Давида, ничего не бойтесь. Да, слова там, конечно, такие серьезные, хлесткие. Но вам можно
Против вас было совершено преступление. Этот псалом, он вам поможет избавиться от этого негатива и наказать эту преступницу. Вот чтобы вы понимали. Еще раз говорю, псалом очень жесткий, слова там очень жесткие, но это псалом Давида. Его в храмах поют. Это нормально. Так должно быть. Кстати, к слову, да, это псалом, он еще говорят псалом проклятий. Кто-то мне там, не помню, когда давно, какая-то у нас тема была, может быть, даже на отливке была. Вот. И кто-то прям так спор развязался у меня в комментариях, что типа проклинать нельзя, как же так. Ну вот, пожалуйста, можно. Это справедливость. Справедливость, которую нам Боженька подарил, чтобы мы, несчастные, столкнувшиеся с бедой, с вот таким вот коварством, чтобы мы могли восстановить справедливость и наказать своего обидчика, тем самым избавиться от того, что на нас вот наделали, накликали, понимаете? Вот, делайте обязательно. А где найти псалом, то же самое. Либо в храме покупаете молитвослов, псалтырь, либо в интернете. Каждая епархия сейчас современная, да, у каждых есть веб-странички. Пожалуйста, все есть, все можно очень легко найти. В Google, в Яндекс забиваете 108-й псалом Давида, и сразу вам открывается этот псалом. Читаем, обязательно читаем. Это очень важно, чтобы из себя снять и наказывать надо. Нет, так прощать нельзя. Ее, конечно, будут судить, но на том свете, понимаете, а вам сейчас надо. Понимаете, ее наказание прямо пропорционально с избавлением вас от этой магии. Ну и, конечно же, вашего мужчины. Делайте, занимайтесь. Так, еще что хочу вам сказать, мои хорошие. Будет ли этот мужчина возвращаться? Ну, дороги нам показали. Вот, дороги тут, в принципе, да, откроются. Но при условии того, что вы постараетесь, что вы какие-то действия совершите. Избавитесь от этого негатива, избавитесь от этой магии. Как будет работать эта вся ситуация? Например, вы начинаете читать псалом. Вы начинаете просить справедливое наказание для этой преступницы. Вот. Как только наказание на нее будет наложено, сразу освобождается и плоть, и разум. Вот. И у вас открываются пути к этому мужчине. Сказать, что он сейчас хочет к вам вернуться, я не могу. Я могу сказать, что его иногда охватывает такое ощущение, что он как, знаете, волком хочется выйти на луну от тоски, от печали. Вот сердце разрывается, а он сам себя не понимает. Он не понимает, что это за чувство такое, откуда оно взялось. А это тоска по вам, по утерянному счастью, по утерянной любви. И у вас, понимаете, вы тоже вот о нем думаете, у вас мысли вот скачут, да, в плюс да минус. Сначала люблю, не могу, вернись, а потом, ох, ненавижу, козел и прочее. Понимаете, вот так оно работает. Вот так не работает негатив. Мне, мои хорошие, очень жаль, что вы в жизни с этим столкнулись. Даст Бог, все наладится, все поправится. Не зря вы на мою отсыпочку попали. Я дала вам совет. Я лично не принимаю, я не могу, так сложились мои жизненные обстоятельства, я не могу сейчас заниматься личным приемом. Тем более, смотрите, как у вас дело серьезное, да, вот тут интернет-прием, он, знаете как, одним разом не отделаешься, понимаете? Тут нужно конкретно работать, чтобы с вас это все убрать. Поэтому я вам предлагаю альтернативу для тех, кто сейчас не имеет возможности обращаться к специалистам, для тех, кто, может быть, действительно, да, у вас от этой магии и денежные потери могли пойти. Может быть, у вас совсем там денежек нет, на хлеб не хватает. Поэтому я говорю, что вы можете сделать сами лично для себя и как можете избавиться от этой гадости. Ужасной гадости. Поэтому, мои хорошие, я верю, что вас ангелы ведут, я это вижу, не зря вы попали на мою отсыпку. Вот эти ваши муки, страдания, но это не должно было с вами произойти, не должно, и это вообще неправильно, это ни с кем не должно происходить. Но поскольку есть такие люди, алчные, по дьяволам ходят, а на дьявола работают, это вот случается, такое происходит.
Мои хорошие, советы я вам дала, рекомендации я вам дала. Работайте, спасайте себя, спасайте, не ждите. Не ждите. Это не мужчина плохой, и это не вы плохая. Это вот, вот хочется материться, вот прям хочется и все. Ну, не знаю, не могу я придумать приличного слова, чтобы описать эту женщину, да, назвать ее. Ну, придумайте сами себе, я думаю, вы понимаете. Мои хорошие, всего вам наилучшего. Мои молитвы за вас. Сейчас я пойду запечатаю этот песок, изничтожу его. Со своей стороны тоже постараюсь вам помочь. Держитесь, прорвемся, все будет хорошо. На этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.